Добрый день, уважаемые учителя информатики, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. И сегодня у нас на повестке дня 3 вопроса. Это мы не рассмотрели на прошлом заседании КИМы по ОГЭ на 2021 год. Уже прошла Олимпиада, Всероссийская олимпиада школьников, и у нас есть предварительные итоги. И хотелось бы вам как бы в напутствие рассказать тех, кто еще не знаком, рассказать об информационной системе, с помощью которой можно проводить различные турниры, конкурсы, в том числе Олимпиаду, которую мы проводили вот в ноябре месяце по информатике. Прежде чем начать, я бы сказал несколько слов о нашем ресурсе, где можно найти информацию по работе методического объединения. Это портал «Открытое образование». Сейчас мы попробуем показать его. Портал «Открытое образование» komi.edu.ru. Прошу в чате откликнуться, как сейчас меня слышно и виден ли наш рабочий стол. То есть я уже говорил в прошлый раз, вот, во-первых, можно зарегистрироваться, здесь есть регистрация в РМО, и справа у нас перечень всех РМО, и в том числе здесь есть информатика. Если можно на вкладочку «Информатика» перейти, здесь мы публикуем некоторые новости, которые чаще всего как бы могут интересовать учителей информатики. Здесь будем публиковать статьи, с которыми вы, может быть, поделитесь своим опытом. То есть вот здесь платформа для нашего общения, в том числе есть и форум для обсуждения различных вопросов. Поэтому призываю вас активнее работать. Вон там есть у нас, значит, по-моему, было... вот, предметная дискуссионная площадка есть, и на ней можно, в принципе, обсуждать. И я заметил, что после прошлого нашего методического объединения, которое состоялось в ноябре, 3 человека у нас добавились в наше методобъединение. Это учитель информатики Татьяна Григорьевна из Ухты, Елена Сергеевна тоже из Ухты, средняя школа номер 5, Татьяна Григорьевна номер 19, и Светлана Владимировна из 23-й школы города Воркуты. Если они сейчас присутствуют у нас на нашем собрании, они могут поставить плюсик в чате, что мы здесь, а мы вас приветствуем и поздравляем с присоединением нашего большого сообщества учителей информатики, порядка 90 человек. По-моему, это еще не все. Но кто сейчас впервые у нас на нашем собрании, тоже могут оформить заявку и присоединиться к нашему сообществу учителей информатики Республики Коми, вернее, к Республиканскому методическому объединению. А мы начинаем реализацию нашей сегодняшней повесточки, и я предоставляю слово Дуркину Олегу Леонидовичу, председателю как раз ОГЭ по информатике в Республике Коми, учителю информатики Коми-республиканского лицея при СГУ и замдиректора, да? Да, и замдиректора по информатизации. Олег Леонидович, пожалуйста, что нас ждет, как, где, почему? Добрый день, коллеги. Надеюсь, все в курсе, что в 2019 году у нас произошли масштабные изменения КИМ ОГЭ по информатике и по другим предметам. Это как раз было связано с тем, что мы переходим на новые образовательные стандарты. Как раз в 9 класс дошли до ВГОСов. Но, к сожалению, в прошлом году ОГЭ по информатике отменили, вообще все ОГЭ отменили. Поэтому апробации этот КИМ не прошел. Давайте рассмотрим основные изменения, которые произошли в 2019 году. И они плавно к нам перешли и в 2021 год. Основное изменение было связано с тем, что полностью отменили задания с выбором варианта ответа. Уменьшилось количество заданий, где необходимо написать, так скажем, уменьшилось количество заданий с тестовых заданий. Задания стали более практикоориентированными. И в тестовой части стало всего 10 заданий. Задание номер 1. Оно как было на определение количества информации, так и осталось. Единственное, что у нас здесь нет
выбора варианта ответа, а также изменилась формулировка задания. Задание номер 2 осталось без изменений. Задание номер 3 также осталось без изменений. В задании номер 4 на первый взгляд осталось без изменений, но появилось какое-то дополнительное условие. В данном случае необходимо посещать какую-то вершину, и у большинства учащихся вызывает небольшие затруднения. Задание номер 5 практически осталось без изменений. Задание номер 6. В КИМах до 2019 года подобное задание было. Немножко поменялась формулировка. Никаких трудностей вызывать не должно. Задание номер 7. В КИМах до 2019 года оно было под другим номером. По-моему, если не ошибаюсь, это было задание номер 17. Задание номер 8. Такое задание спустилось к нам в ОГЭ из ЕГЭ. Кстати, в ЕГЭ его убрали, но в ОГЭ оно появилось в упрощенном виде. Очень похоже на задание 18, которое было в ОГЭ, но немножко поменялась формулировка. Задание номер 9. Похожее задание было в КИМах до 2019 года, но также появилось дополнительное условие. Это либо посетить какую-то вершину, либо, наоборот, не заходить в какую-то вершину. То есть это задание также спустилось нам из ЕГЭ. 10-е задание, это просто задание на перевод из одной системы числения в другую. В КИМах до 2019 года было задание просто с двоичной системой числения. Здесь количество систем числения увеличено. В принципе, тестовая часть в целом стала проще. Во-первых, уменьшилось количество заданий с 18 до 10. Но единственное, что, еще раз повторюсь, нет заданий с выбором варианта ответа. Так, много вопросов вызывает задание 11 и 12. К сожалению, не могу ответить на такие вопросы, как конкретно будет это проходить. Это надо обращаться к техническим специалистам, которые будут проводить задания. Суть вопроса в том, что как дети будут выполнять. То есть они с самого начала садятся за компьютер и выполняют все задания, либо сначала выполняют задания, первых 10 заданий, потом садятся за компьютер. На этот вопрос я пока ответа не знаю. Будет обучение технических специалистов, и они уже ответят. Задания 11 и 12 сами по себе довольно-таки простые. Абсолютно новые задания, которые появились, это задание номер 13. Задание номер 13 – это задание 13.1 и 13.2. В задании 13.1 необходимо создать презентацию. В задании 13.2 необходимо заполнить документ текстовый. Тут больше всего вопросов по оцениванию. Вам, как учителям, которые объясняют детям, как их выполнять, критерии оценивания не так важны. Самое главное – объясните детям, что нужно четко выполнять техническое задание, которое здесь дано. Если говорят, что все шрифты должны быть из одного семейства, значит, нужно выполнять так. Желательно не использовать никакого оформления. То есть оно возможно, но, как правило, оно может привести к тому, что автоматически поменяется шрифт, поменяется размер шрифтов, и ребенок получит 0 баллов. Как правило, в этом задании необходимо создать 3 слайда. На слайде номер 1 это название презентации, на слайде номер 2 и на слайде номер 3 необходимо выполнить все так, как вам показано в макете. Сейчас макет. Вот такие макеты. Необходимо выполнять презентацию примерно как изображено на макетах. Имеется в виду именно примерно. То есть должно быть так, что давайте рассмотрим слайд номер 2. То есть картинка должна быть левее текстового блока. Обязательно должно быть 2 текстовых блока, а не один текстовый блок, разделенный абзацем.
Как они там, текст будет чуть-чуть ниже, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, это не важно. Обязательно должен быть заголовок. К сожалению, здесь он указан неявно. Видите вот эту линию? Необходимо детям четко объяснять, что заголовок должен быть. И очень важно соблюдать вот эти требования по размеру шрифтов. Максимальное количество баллов, которые можно получить, здесь за это задание 2. Второе задание. Создание документа либо в программе Word, либо в программе OpenOffice Write. Так, давайте сразу ответим на вопросы. Вопрос. Ученики должны разместить весь текст на слайдах или выбрать? Ученики должны выбрать часть документа, который им предоставлен. Вообще вся информация им предоставлена. Они выбирают только ту информацию, которую считают существенной по этой теме. То есть это может быть одно предложение, может быть 20 предложений. Если ученики считают, что они лучше разбираются в этой теме, то они могут написать информацию от себя. Так, задание 13.2. Здесь необходимо набрать просто текст, который им предоставлен на распечатках КИМов. После текста идет таблица. Таблицу также необходимо оформить, как показано в образце. Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, и где чаще всего допускаются ошибки, это что красная строка должна выполняться не пробелами, а кнопкой табуляции. В критериях оценивания на это четко обращается внимание, и это легко посмотреть. Если у нас отступ выполнен пробелами, то это сразу считается ошибкой. За это задание также максимальное количество баллов 2. Ну, если объективно оценивать, какое задание детям рекомендовать, то лучше рекомендуйте детям выполнять задание 13.2, потому что здесь более четкие требования и проще выполнить. Так, вопросы какие-нибудь по этим заданиям есть? Да, для оценивания существует таблица, но это уже чисто для экспертов предметных комиссий. Так, ну тогда переходим к следующему заданию. Задание номер 14. Оно было и в КИМах до 2019 года. Единственное, что поменялось, появилось третье задание – создание диаграммы. Хотя в критериях оценивания в том же демонстрационном варианте написано, что должно быть примерно похожее на ответ, но оцениваться будет четко по числам, которые указаны в диаграмме. Если в диаграмме круговой должно быть отношение, например, 10, 15, 20, а у вас показано 10, 16, 20, внешне это будет, диаграмма будет выглядеть так же, но задание третье не будет засчитано. Так, вопрос по заданию номер 11. В задании 11, если ответ в виде числа лет 16, как записать в бланк? Тут вопрос, наверное, тоже не ко мне, а к техническим специалистам, которые будут на экзамене. Я думаю, не должно быть никакого двоякого понимания вопроса, который просят записать детям. В КИМах, по крайней мере, заместитель председателя комиссии российской обещала, что все тексты, которые можно прочитать двояко, будут убраны. На сайте Полякова, да, в прошлом году возникал такой вопрос, но сайт Полякова не является официальным источником информации. На сайтах в демо-варианте FIPI такого нет. Так, переходим. По заданию номер 14 вопросы есть? Максимальное количество баллов по заданию 14 у нас 3.
Так, и задание номер 15. Здесь у нас также дается на выбор либо выполнить задание в среде Кумир, так называемый робот, либо написать программу на языке программирования. Чаще всего дети выбирают выполнить задание в среде программирования Кумир, то есть выполнить задание в роботе. И здесь возникает такая проблема, что дети не читают задания. Смотрите, задание у нас практически на 3 страницах. При чтении не обращают внимания на очень важные слова. Такие слова, как длинность стен, неизвестны, что поле у нас не имеет границ и что поле у нас безразмерное. При этом большая часть учащихся выполняет задания точно так же, как требуется вот в примере. То есть выполняет задание четко по примеру. Но здесь, наверное, ошибка нас с вами, учителей, потому что мы не объясняем, что выполнить задание нужно для универсального поля. То есть мы должны написать такую программу, которая при абсолютно любом поле будет выдавать верный ответ. И ни в коем случае нельзя заканчивать программу, ссылаясь на границы стенок в Кумире. Вы знаете, что когда мы создаем поле в такой программе, как Кумир, то у нас по периметру есть стенки. И многие учащиеся пишут программу и ее завершают, когда достигается эта стенка. Получается, что условие не выполняется. Такое условие, что поле у нас бесконечное. И поэтому за такое задание ученикам ставится 0 баллов. Ну и последнее задание, это задание 15.2. Это необходимо написать программу. Но чаще всего ученики с этим заданием, кто приступает, справляются неплохо. Но есть пару аспектов, на которых я бы хотел остановиться. Я думаю, все вы понимаете, что кроме знаний по информатике, мы проверяем еще такую технологию, как технология осмысленного чтения. Вопрос к вам. Есть у нас вот такая задачка, довольно-таки стандартная для ОГЭ. И скажите, пожалуйста, ученик правильно написал программу или нет? Так, давайте в чат напишите плюсик, если программа написана верно, минус, если неверно, и свои комментарии, почему неверно. Так, я пока отвечу на вопрос по заданию 15.1, 15.2. Если технический специалист в аудитории сработал правильно, то ребенок не может загрузить одновременно 2 задания. То есть ребенок должен выполнить только одно задание. 2 задания не оцениваются. Так, переменная x не определена. Так, давайте так. Если бы переменная x была определена, программа бы работала верно? Так, пока не... Там, наверное, x это n. Нет, нет. Здесь действительно x не определен, но это, наверное, когда я готовился, не заметил. Давайте допустим, что x у нас определен, это уже моя невнимательность. Но суть проблемы в другом. Все вы невнимательно прочитали условия задачи. Ну, напишите программу, это все очевидно, что в последовательности целых чисел определяет количество двузначных.
Какая информация вот в этом предложении важна? Нет, массив нам не нужен, хотя можно и с массивом решить. Здесь важна нам информация, что мы работаем на множестве целых чисел, то есть допустимы отрицательные числа, а ребенок решил задачу только на множестве натуральных чисел. Увидели, в чем проблема? И это довольно-таки распространенная ошибка, связана с тем, что дети не умеют читать, а мы с вами не учим их этому. То есть нам необходимо придумывать такие задачи, желательно не однотипные, желательно хитрые, чтобы они каждый раз старались искать подвох. Так, все увидели? Может, кто-то напишет, как исправить ситуацию? Так, следующее. Было предложение модуль числа брать. Да, брать модуль числа, либо поменять условия, ну, вернее, дополнить условия, что число двухзначно, если оно меньше, чем минус, меньше либо равно, чем минус 10 и больше, чем минус 100. Следующая ситуация, но я уже нашел свою собственную ошибку, x не определен, пусть x у нас будет определен. Кто мне скажет, верно решена программа или нет? Хотя бы просто верно, неверно. Да, программа вроде бы будет работать, но переменная максимум у нас определена неверно. По условию задачи у нас введенные числа не превышают по модулю 30 тысяч, поэтому переменная максимум должна быть либо минус 30 тысяч, либо еще меньше, чем минус 30 тысяч. Здесь проблема заключается в том, что дети решают задачу для конкретных тестов, которые даны в задании. Вот какие бы вы варианты ОГЭ не рассматривали, там нам дан только один тест. И этот тест, как правило, не покажет все ошибки в задачах. Кроме того, что нам необходимо научить детей внимательно читать условия задачи, нам необходимо научить детей составлять правильно тесты. Ну, для начала нам необходимо научиться самим составлять эти тесты. Так, следующая задача. Вот здесь классический x не определен. Пусть будет, что определен. Так, плюсик, если задача верная, минус. Так, что с условием не так? Уважаемые коллеги, у нас 43 человека, плюс-минус там 5 человек. Давайте каждый напишет, как он считает, программа верная или неверная. Так, стали писать, что программа верная. Наталья Канева написала, что неверная. Почему? Да, программа неверная.
Так, не превышает 30 тысяч, конкретно к этой задаче никакого отношения не имеет. Давайте внимательно еще раз прочитаем условия задачи. В последовательности целых чисел, то есть числа у нас могут быть отрицательные. Так, и смотрим, какое отношение это имеет к нам. Это связано с тем, что такие языки программирования, как C++, C, Pascal, Basic, неправильно работают, неправильно заданы такие операции, как div и mod с отрицательными числами. То есть, если x у меня будет отрицательным и нечетным, например, минус 3, Александр здесь правильно написал, что минус 3 мод 2 не будет равно 1. Это будет равно минус 1. И такие моменты необходимо детям объяснять и рассказывать. С точки зрения математики вы помните, что остаток отделения никогда не может быть отрицательным, но в большинстве языков программирования mod и div с отрицательными числами работают неверно. То есть здесь необходимо исправить программу, либо написать не равно нулю, либо x снова взять по модулю. Так, эти 3 примера задачи я написал к тому, что необходимо объяснять детям, что условия задачи – это самое главное в задаче, потому что одно слово может кардинально изменить решение. Так, у меня все. Какие-нибудь вопросы есть? Коллеги, вопросы? Спасибо, Олег Леонидович. Так. Я думаю, если вопросы возникнут... там был еще вопрос. Так, практика не обязательно. Минимальное количество баллов можно набрать и без практической части. И еще был вопрос, готовы ли поделиться вы своими наработками по подготовке к ОГЭ? Да, я готов. В самом начале в чате был вопрос. Я готов, могу сборник вот таких заданий дать, где задача на первый взгляд выглядит стандартно, но на самом деле она довольно-таки хитрая. Напишу сейчас электронный адрес в чат. Кому интересно, мне напишите, я вам отвечу. Спасибо. Может быть, есть возможность, если это уже как бы крутые наработки, вот как раз разместить на нашем портале в качестве распространения опыта, если у тебя что-то готово уже. Да, есть сборник заданий. В принципе, я опубликую в ближайшее время. Хорошо, договорились. Все, спасибо. Коллеги, мы переходим к следующему вопросу. У нас итоги Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Значит, и, может быть, еще они не до конца обработаны, но вот предварительные итоги, которые уже есть у нас забиты в Арисму, с ними нас познакомит Гусева Людмила Леонидовна, руководитель Центра сопровождения олимпиадного движения нашего института. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Все мы знаем, что Всероссийская олимпиада школьников – это самое массовое ежегодное мероприятие, которое проводится каждый год. И стартует оно именно с школьного этапа. Значит, хотелось бы, конечно, вам показать сначала общие цифры. Да? Так, это... Можно на второй слайд, если вам не сложно? Здесь. Ага. Значит, хотелось бы вам представить цифры именно общие. То есть у нас в 2020-2021 учебном году, как вы видите, 179 203 человека приняли участие на школьном этапе. На муниципальном, к сожалению, пока мы не можем сказать цифры, потому что у нас еще завершится 16 декабря муниципальный этап. Ну и регионально у нас только стартует в январе. 12 января у нас стартует региональный этап. Значит, самый массовый этап, в котором могут участвовать дети, это школьный этап. Вам представлены 3 таблицы именно по информатике, как принимали дети участие. Да, видите призеров, победителей, какой коэффициент от общего количества обучающихся с 5 по 11 класс.
Значит, вы видите, что у нас на школьном этапе цифры растут, да, то есть дети заинтересованы в участии, им интересен предмет. Я надеюсь, что это в дальнейшем будет продолжаться, наш интерес. А вот чем это может с появлением кваториумов, IT-кубов, с чем вот это может быть связано? Конечно, это тоже Александр, связано. как думаешь, у вас увеличилось количество участников? Я думаю, что это все-таки равно сподвигло. Ну и, конечно, то, что у нас появилась республиканская информационная система Олимпиады, то есть она дает, туда заносятся все дети, все учитываются дети, и это дает более прозрачность. Да, весь школьный этап муниципальный, то есть все мы отслеживаем в информационной системе вот этой. Затем, конечно же, те дети, которые набрали проходные баллы на муниципальный этап, здесь у нас, к сожалению, идет небольшое снижение участников. Вы видите, что у нас всего 290, да? 298. 298 в прошлом, а в этом году 290, я не вижу цифру, 295. Да, 290. 295 человек. То есть небольшое такое снижение, но все равно нас радует, что все-таки идет стабильность какая-то есть, наблюдается у нас. Ну и следующий этап у нас это регионально. Мы привели пример именно прошлого года. К сожалению, то есть у нас небольшое количество участников, да, получается у нас 31 человек в прошлом году участвовало. И вы видите также их результативность, да. Сами понимаете, в прошлом году у нас было 800 максимальный балл по информатике. К сожалению, только 2 человека смогли перейти именно порог в 50%. То есть там было максимум 400 баллов, дети набирали 420, вот такие цифры. То есть понимаете, что дети не так слабо выступили на региональном этапе, к сожалению. Что хочется еще сказать про муниципальный этап. Очень радует, что у нас Вячеслав Алексеевич является разработчиком олимпиадных заданий муниципального этапа. И, значит, у нас максимальное количество баллов было 500. Значит, всего набрали 8 человек детей, 500 баллов. Это из лицея народной дипломатии 2 детей, технологический лицей города Сыктывкара, получается, 3 детей. Потом школа номер 21 города Ухта и Ухтинский технический лицей. То есть 2 детей набрали максимальное количество баллов. Конечно же, есть еще дети, которые набрали 490, то есть так к максимальному близко. То есть это дети школа номер 22 Сыктывкар. Здесь уже Печора появляется у нас, гимназия номер 1. И, конечно, 3 ребенка Ухтинский технический лицей. То есть ребята молодцы, то есть, да, хорошо готовились, нас очень радует это. Мы надеемся, что они пройдут у нас, часть детей, конечно же, пройдет у нас на региональный этап. По проходным баллам на региональный этап информация будет после 20 декабря, будут просчитаны именно баллы проходные, прошли ваши дети, не прошли. Также хотелось бы еще вам сказать, что в этом году нами разрабатываются курсы повышения квалификации именно для педагогов по научно-методическим основам подготовки обучающихся к участию в Всероссийской олимпиаде школьников. Что хотелось бы еще добавить, уважаемые педагоги, что детей надо заинтересовать, именно чтобы они принимали участие в этой олимпиаде. Она дает огромные возможности для детей. Это, конечно же, поступление в ведущие вузы страны на бесплатную основу без вступительных экзаменов. Это победители и призеры заключительного этапа. То есть детей можно подготовить. Олимпиада – это как ЕГЭ, то есть их надо готовить. Это не должно быть единоразовая акция, это должна быть постоянная плодотворная работа с ребенком. Ребенка надо заинтересовать. Это, конечно же, премии правительства, да, и, конечно же, это то, что дети входят в систему одаренных детей, что дает очень много бонусов. Если у вас будут какие-то вопросы именно по подготовке, у нас есть задания и школьного этапа, и муниципального, то мы всегда рады вам помочь. Обращайтесь к нам по телефону 28 60 11, добавочный 344. Мы всегда вам готовы помочь, либо пишите на электронную почту. Мы будем очень рады.
с вами сотрудничать. Спасибо, Людмила Леонидовна. Пожалуйста. Если у кого-то есть вопросы, мы можем ответить, если... Да, там вот есть просто информация, что у кого-то из учителей, у Ольги Владимировны, не участвовали дети в муниципальном этапе, потому что находились на дистанте. Кстати, то, что дети... То есть это разрешалось у нас в связи с эпидемиологической ситуацией, так как у нас Министерство просвещения прислали письмо о том, что желательно, чтобы дети проходили в образовательных организациях. В тех организациях, у которых были карантинные мероприятия, проходили, то есть не обучались дети, разрешалось проведение именно в дистанционном формате. Тем более, то есть информатика у нас за компьютером проводится, верно же? Да, можно было, можно, да. Ну, значит, наверное, учителя То есть учителям не донесли информацию, к сожалению, я так понимаю, управление образования. Приносим наши извинения. Кстати, и в требованиях, когда я составлял, тоже этого момента не было отражено. То есть, пожалуйста, дети могли через Skype подключаться, да, чтобы было видно, что ребенок, ну, там, понятно, что в какие-то там... А какой муниципалитет, Ольга Владимировна? Чтобы, может быть, мы какое-то влияние, Сысольский район не разрешили. Странно. Ну, то есть дистанционно... Хорошо, мы попробуем разобраться, выяснить, почему, если такая рекомендация была, почему у вас она не была. Не соблюдалась. Очень жалко, что нас не услышали. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Коллеги, мы в продолжении темы как раз по итогам Всероссийской олимпиады школьников, вот Людмила Леонидовна сказала, что надо не перед Олимпиадой, предположим, или не перед мероприятием, а постоянно готовить ребенка к этим мероприятиям. И у нас, в принципе, есть ресурс, хороший ресурс, на котором мы проводили как раз и нашу Олимпиаду проводили. Сайт обновился, сайт Информатик, московский Информатикс, московский сайт обновился, но, тем не менее, наверное, благодаря нам и нашим настойчивости удалось все-таки настроить на этом сайте, чтобы работала таблица результатов. До этого, как я понял, из переписки в Телеграме с разработчиками, они сами даже не знали, что у них не работает. То есть нам удалось все-таки... Плохо, что мы, конечно, накануне этого не сделали, но в ходе Дня Олимпиады удалось настроить, и уже на следующий день, в принципе, таблица результатов была видна, что во многом облегчало процесс проверки и вообще процесс. Были некоторые нюансы, конечно, с тем, что в некоторых задачах, их буквально было 2 или 3, за прохождение тестов ставилось маленькое количество баллов. То есть, предположим, из 6 тестов проходило 5, и система ставила 5 баллов. Но мы здесь тоже оперативно среагировали, и было разослано дополнительное разъяснение, что в этом случае необходимо было пересчитать вручную и все-таки в свой протокол поставить то количество баллов, которое соответствует процентному отношению. То есть, если это 5 из 6, то... Нетрудные математические расчеты говорят о том, что более 80 баллов ученик за эту задачу получал. Да, конечно, жалко, что не все приняли участие. Это может быть и связано и с интернетом, со скоростью интернета. Может быть, интернет не работал. Но, по крайней мере, я бы рекомендовал учителям после проведения Олимпиады, значит, задачи в ходе Олимпиады все были видны, номера их тоже можно было найти, и после Олимпиады можно было бы хотя бы с использованием этой системы проверить и поставить уже в протокол не 20 баллов, как рекомендовалось при ручной проверке, да, там за каждую задачу по 10 баллов, хотя сейчас вот исходя из опыта того, что у нас произошло, что за 5 тестов получал ученик 5 баллов, да, а тут за 2 теста как бы надо было ставить тоже, по идее, 2 балла. Но, тем не менее, то есть можно было, используя эту систему, проверить, правильно ли все, то есть сколько баллов, и уже поставить в протокол свои баллы. Но все-таки желательно, чтобы мы в этой системе работали как бы и в ходе Олимпиады, а не после нее.
и чтобы это было все видно, прозрачно и можно было бы отслеживать. Вот немножко краткая такая информация об этом портале, об этом сайте. Как можно здесь организовывать какие-то конкурсы или там какие-то мероприятия, даже школьного уровня, предположим, потому что если пробежаться по сайту, здесь у многих школ сделаны какие-то свои мероприятия, и мы попросили поделиться своим опытом работы Некрасова Александра Сергеевича, учителя информатики, замдиректора по информатизации технологического лицея города Сыктывкара. Александр Сергеевич, вам слово. И уже на экране мы видим этот сайт. Да, добрый день, коллеги, добрый день, участники площадки. Покажу по порядку, как работать с этим ресурсом. Ну, первое, что от вас потребуется, это авторизация на ресурсе. Вот, это можно сделать в правом верхнем окошке, я уже выходить отсюда не буду. Авторизоваться вы можете в двух ролях, это либо ученик, это либо учитель. Вот, как ученик вы выполняете задания, видите результат своей работы, как учитель вы сможете выбирать те задания, которые будет выполнять ученик. Есть еще на сайте такая роль, как авторизованный учитель. Дополнительно к тому, что можно создавать задания, можно еще просматривать решения других участников. Вот. Или делать свои задачи как бы решенными. Или для участников своих можно делать задачи решенными. То есть можно вполне работать хорошо с этим сайтом как и простому учителю, так и авторизованному учителю. Как получить роль учителя и авторизованного учителя? Ну, во-первых, роль учителя вам будет доступна после того, как вы авторизуетесь как учитель просто. Там, по-моему, никакой заявки такой не нужно. Тут есть справа туториал для учителей. Вот. Здесь по ролям расписано, у кого какие могут быть возможности из этих ролей. То есть у авторизованного учителя совсем немножко отличается роли как от учителя. Вот. То есть учитель не сможет посмотреть какие-то посылки. Даже то есть, если ребенок зарегистрируется в роли учителя, он не сможет смотреть посылки других участников. Вот. А авторизованный учитель это может делать. Но чтобы сделать роль авторизованного учителя, нужно направить информацию на сайт поддержки. То есть здесь написано, что вам нужно указать. Обязательно указать страничку с сайта образовательной организации, где присутствует ваша фамилия, имя. Вот. Тут, в принципе, подробно все это описано, весь процесс. И вы в течение некоторого времени, я уже не помню, сколько я получал, может, неделю-две, получаете статус авторизованного учителя. Ну, пока не получили статус авторизованного учителя, работаете как учитель. То есть создаете здесь курсы и вместе с детьми их решаете. Так, дальше. Если мы посмотрим на первую страницу, здесь уже множество курсов для вас доступны. Часть из них в открытом доступе. В открытом доступе это когда у нас есть вот такой открытый замочек. Вот. То есть если у нас с ключиком, то, возможно, авторизация требует ввода какого-то там пароля вот при регистрации. Вот, то есть можно, в принципе, посмотреть, зайти, какие задачи здесь уже выложены. Кроме задач, большое количество задач есть именно на определенные тематики. Давайте обратно выйду. Вот, например, ввод-вывод, условный оператор и так далее. Так. Это самое начало. То есть есть уже готовые разработки. То есть можно, не создавая свой собственный курс, авторизовавшись как ученик, проходить и решать эти задачки. Так. Дальше идет блок, посвященный олимпиадному программированию. Здесь задачи на различные алгоритмы. Не только здесь вы увидите задачи, но также вы увидите описание решений для того или иного алгоритма. Ну и дальше идут авторские курсы, ну и самое основное – это кружки и уроки. То есть когда вы будете учителем, вам нужно будет указать регион, в котором вы работаете, например, Республику Коми, чтобы для вас была создана специальная ветка. Вот. У меня здесь создана ветка «Технологический лицей», где я размещаю материал. Так. Чтобы разместить
Ну, вначале покажу свой материал. То есть у меня здесь есть уроки по 9 классу. Здесь они размещаются у меня в порядке этих уроков в учебном плане. Вот, 9 класс идет. Здесь же домашние задания. То есть мне не нужно ничего придумывать. Дети заходят на сайт, решают. Я вижу результат их работы. Следующий – это 10 класс. В 11 классе у нас небольшие, другие немножко направления в программировании. Вот. То есть там с проверкой такой не получится проверять при помощи этой системы. Дальше идет блок с олимпиадным программированием. Здесь я всегда размещаю задания с этапов олимпиадного программирования различных годов, чтобы при подготовке ребенок знал, что приблизительно его ждет, какой тип заданий его ждет в новом году. Так, здесь же, вот, например, у нас есть муниципальный этап 2021 год, вот, который проходил сейчас недавно. То есть дети могут зайти, прорешать те задания, которых у них не получились, например, на 100 баллов. Ну и курс подготовки к Олимпиаде, у меня еще есть небольшой такой, он еще не до конца дорабатывается потихонечку. Здесь тоже стараюсь систематически собрать задания в один блок. Вот. Сюда же прикрепил сборник олимпиадных задач. Он есть и на главной странице, но для удобства детей сделал его здесь. Продублировал просто. Так, дальше. Чтобы создать задание, мы переходим в режим редактирования. В режиме редактирования в самом-самом низу есть «Добавить тему». У вас по умолчанию будет несколько тем. Сейчас я по умолчанию не знаю, сколько. Курс был создан еще на старом сайте. По умолчанию будет несколько тем, вы их оформляете. Если вам тем недостаточно, вы можете всегда добавить любое количество. Внутри каждой темы вы можете добавлять элементы или ресурсы. Если кто работал с Moodle, увидит, что практически все элементы из Moodle здесь есть, кроме условия задач. Вот условия задач есть только на этом информационном ресурсе. Когда мы выбираем условия задач добавить, предлагает назвать как-то задачу, например, циклы с условием, например, дальше. Далее мы выбираем «Сохранить и показать». Далее есть возможность выбрать задачи систематического рубрикатора. Сейчас пока что эта ссылка не работает, не смогу вам ее показать. Вот, остается только ссылка «Добавить задачи по ID». Вот здесь вопрос, как узнать, что тебе нужна за задача. Так, не нажалось. Сейчас, секундочку. Вот. То есть нам нужно знать номер задачи, чтобы ее добавить в наш раздел. Так. Ну, соответственно, задачи, которые решали на олимпиадном программировании, муниципальный этап. Сейчас я в них зайду тоже. Через ссылочку, через республику Коми я смог посмотреть номер задачи. Он идет в самом верху условия. То есть идет задача, номер, вот как раз номер 720 мне и нужен будет для создания задачи. Так, возвращаемся. Вот у меня созданный раздел «Циклы». Выбираем «Добавить задачи по ID» еще раз. Добавляем задачу. Выбираем «ADD проблема». Некоторое время придется подождать, пока сформируется. И теперь у нас справа появился список задач. Здесь у нас одна задача. Мы можем добавлять к теме любое количество заданий. Вот. Далее. Так, опять вернемся назад. Вы можете менять местами свои задачи, сборники, то есть вот это сборником будем называть. Сборник заданий можно менять местами. Слева есть специальная перетаскивалка такая. Вот. Дальше. Вы можете сделать ресурс, если это, например, контрольная работа. Вот у меня есть контрольная работа, ведение программирования. Мы можем скрыть ее, чтобы ребенок не выполнял задания заранее, а увидел их только на контрольной работе. Так. Ну, в принципе, по редактированию и настройкам здесь все. Ну, можно еще, вот, например, у меня есть такие отделения.
То есть можно сдвигать ресурс вправо-влево, можно добавлять названия для ресурсов, таким вот образом отделять их друг от друга. Так, это у меня называется... Сейчас найду. Пояснение? Пояснение, да. Вот. Пояснение называется, да. Пояснение – это такая небольшая надпись, она вот как раз отделяет, вот, например, у меня целочисленная операция, я хотел целый блок сделать, но пока остановился на 2 блоках заданий, вот, поэтому можно отделить какую-то информацию, именно пояснение. Так, чтобы посмотреть, какие задачи решил ребенок, соответственно, заходим. Дети должны быть авторизованы в системе. Лучше всего рекомендовать им при авторизации указать название учреждения, вот, чтобы вам было удобнее их потом добавлять. Я сейчас пока что покажу, как выглядят уже добавленные дети. Вот, здесь есть список групп, то есть можно выбрать любую группу, посмотреть, кто из детей какие решал. Но это у меня решали 9-классники. Вот. То есть можно посмотреть, какие задания они здесь решили. Вот, плюсик означает, что полностью решенная задача, минус означает, что не решенная. То есть можно за это, например, снизить отметку, либо с учеником обсудить, что у него не получилось. Далее можно даже посмотреть задачи, что именно у него не получилось. Например, у нас 3 задачи А, Б, С. С – это следующее и предыдущее число. Мы заходим в ученика. Это, конечно, лучше делать в тот момент, когда задавалось домашнее задание, то есть он уже много прорешал других заданий. Вот, следующее, предыдущее число. У нас есть подробности. Здесь мы видим код программы ребенка. Как учитель у вас будет код и протокол. Вот полный протокол – это доступность только для авторизованного учителя. Так, сейчас покажу, как он работает. То есть если в коде вы увидите ошибку, замечательно. Если не увидите, вы можете открыть полный протокол и посмотреть, а какой тест не прошла программа. Здесь полностью программа неправильная, поэтому он пишет, что в каждом тесте. На каких тестах, например, мы можем посмотреть выходные данные у ученика и корректные данные у программы. Например, можно сравнить, что здесь не хватает, например, в первой записи числа 179. Наверное, ученик просто забыл добавить вывод этого значения. Во второй строчке, потому что это значение есть. Так, теперь, чтобы добавить ученика в группу, чтобы у вас были такие же красивые группы. Сейчас, подождите немножко. Вот, чтобы такие группы сформировать, возвращаемся на главную страницу. Возвращаемся в начало. Вот, здесь есть кнопочка «Управление группами». Заходим в нее. Вы либо создаете новую группу, есть возможность создать. Можно поработать со старой группой. Например, можно, если у вас с 9 класса перешли в 10 класс, то можно просто название группы поменять на 10 Б, условно, и нажать «Изменить». Если группа уже вы с группой этой уже не работаете, то есть удалить группу. Как создать новую? Так, как детей туда добавить? Кнопочка «Создать группу». Да, сейчас покажу. Например, создадим какой-нибудь класс. 111. Так, выбираем ее. Она у нас по умолчанию пустая, содержит 0 детей. Вы можете найти детей по их никнейму. Это username. Для этого существует система фильтрации, иначе у вас показывает здесь 531 тысяча записей всевозможных. Если вы знаете никнейм ученика, набираем. Можно найти их по фамилии, имени. Например, first name – это имя. Мне кажется, здесь лучше создать никнейм по маске всем ученикам, чтобы быстрее их найти. В этом случае, и как я уже говорил, лучше всего, чтобы они школу указали более конкретно. Тогда по школе можно. Да, по школе здесь есть тоже фильтрация. Либо договариваемся с ними как сокращенное название, либо полностью название. Возможно,
с таким же названием будут какие-то другие школы с других городов, вот, тогда туда нужно еще какую-то дополнительную фильтрацию. То есть с ними прямо это обговорить. Вот город можно еще выбрать. Город, например, Сыктывкар выбрать. Ну, это я недавно добавлял пользователя для Олимпиады. Вот, чтобы добавить пользователя, мы просто его перетаскиваем влево. А если группу? По-моему, тут нет такого. Шифтом, да. Шифтом. Так. Вот. Ну и удалить из группы тоже можно перетаскиванием, соответственно. То есть убираем просто в сторонку. Нет, не в сторонку. Туда, да, обратно. Так. Ну, на этом у нас процесс завершен. Ну, то есть он сразу сохраняет все ваши действия в этой системе. Единственное, мне неудобно, кажется, возвращаться обратно на сайт Informatics. Нет такой удобной кнопочки. Я стираю лишнее, захожу обратно вот таким вот образом. По-моему, кнопка назад помогала. Назад? Да. Может быть, я так делал. Так, и последнее, наверное. Последнее. Это как искать задачи. Задачи вы можете, если вам понравилась задача из какого-нибудь доступного курса, например, вот здесь есть задачник из учебника Полякова 10-11 класс задачи, то есть можно выбрать задачу, ну, сборник вначале задачу выбираем, потом выбираем задачу, читаем описание. Если оно вам подходит, выписываем номер, копируем его и создаем свой сборник с этим номером. Вот. Также вы можете найти, если вы, ребенок описал какую-то задачу, так, возвращаемся обратно в начало, описал как-то задачу, но говорит, не помню я номер этой задачи, здесь есть поисковик, Яндекс.Поисковик. То есть можно здесь вкратце написать условия, только нужно, чтобы условие как больше совпало с действительностью. Он вам предложит, например, я просто наберу числа, не конкретная какая-то задача, работа с какими-то числами. И вот он нам выходит, курсы выходят задачи. Задачу... Ой, так. Не загрузилось? Не загрузилось. Ругается на что-то. В общем, вы увидите, что у вас будет... Сейчас не буду уже это смотреть. Вы увидите либо курс, либо задачу. Задача чем от курса отличается? У нее есть номер. То есть вы видите, задача номер такой-то. Значит, это какая-то задача. Можно зайти на нее и посмотреть, та ли это задача или нет. Вот. Когда заработает рубрикатор, можно искать задачу по каким-то условиям. Например, искать задачи с циклами, искать задачи с массивами, с матрицами и так далее. Вот. Есть у вас вопросы по работе? Чужих детей можно тоже добавить? Конечно. Можно добавить без чужих проблем. Детей. Такой вопрос. А можно ли создать свою группу, но решать, предположим, уже созданные тобой задачи? В твоем? Да, можно. У меня доступ свободный. Свободный, да? Вот как вот слева у нас. Да, то есть где свободный доступ, любые можно задачи там решать. Вот. Коллеги, кого заинтересует, если по выстраиванию таблицы результатов, наверное, может, мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Или вы можете задать вопросы непосредственно мне, или мы напишем алгоритм по созданию этих таблиц результатов. В принципе, тоже ничего сложного нет, и эти таблицы можно создавать, чтобы видеть результаты как... еще Александр Сергеевич не сказал, например, что там означает +1 или +2, например. Циферку не сказал. Плюс-минус сказал, циферку не сказал. Да, плюс-минус. То есть эта задача решена с нескольких попыток, и, например, +2 это значит с 3 попыток. То есть она решена, и 2 раза была решена неправильно. И как раз в требованиях было написано, что в случае равенства баллов учитывается количество количество попыток решения задачи. То есть это можно считать как штрафные баллы, и здесь определять уже победителей, у кого меньше таких штрафных баллов. На уроках и домашних заданиях лучше не штрафовать. Пускай дети отправляют хоть 100 задач, но главное, чтобы она была решена. По крайней мере, можно проводить какие-то турниры в классе, предположим, с помощью этой системы, чтобы дети привыкали
И, наверное, на следующий год вот уже у меня такая мысль возникла, что мы не будем создавать ежегодно, может быть, логины для детей, как вы делали до этого, потому что дети как бы с 8 класса, и практически они все повторяются, ну там плюс-минус 2-3. То есть можно будет в 8 классе по маске тоже создать логин, придумаем маску, да, предположим, логин создать и уже выдавать пароль на период, значит, Олимпиады, потом менять пароль, и на следующий год, наверное, можно использовать будет этот же логин, чтобы не создавать вот учителя, получается, там просидели всю ночь перед Олимпиадой, создавали логины, тем более в этом году мы затянули немножко с предоставлением логинов. Но, тем не менее, как бы все получилось. И новое, что появилось по сравнению со старым сайтом, это у детей требует уже электронную почту тоже. Но вот опыт показал, что учительская электронная почта прокатывает. Поэтому можно все создать на одну учительскую почту. Это вот мы с Ухтой, по-моему, отрабатывали, чтобы не создавать множество почт. Не знаю, как другие выкрутились, но еще кто-то тоже проверил и рекомендовал, в общем-то, Сыктывдин, по-моему, Сыктывдина учителя, что можно на одну почту, и это получилось. Коллеги, какие еще есть вопросы по этому сайту? Если они будут возникать, у нас вот уже Александр Сергеевич как бы плотно в нем работает. Мне можете задавать вопросы по почте. Можно здесь, на этом сайте, переписку вести, в принципе, задавать вопросы. Но если какие-то технические вопросы, вот прокрути, пожалуйста, вверх, то вот, значит, там надо тогда, уже если сложности какие-то, то надо в группу поддержки в Телеграме. Если у кого-то будут возникать вопросы, вы мне в Телеграме напишите, я попробую вас подключить к этой группе или, по крайней мере, отправить вам ссылочку на техподдержку группы в Телеграме. Ну, в принципе, на этом мы сегодня заканчиваем. Планы на будущее, честно говоря, формируются исходя из ваших пожеланий, и поэтому я жду предложений в программы дальнейших наших заседаний Республиканского методического объединения. Возможно, кто-то хочет поделиться своим опытом тоже работы на этом сайте, на каких-то других сайтах. Поэтому жду от вас предложений на январское. В конце января попробуем еще раз собраться, ну или в начале февраля. Жду от вас предложений по обмену опытом, по каким-то своим наработкам, которые у вас наверняка есть, и вы можете предложить те вопросы, которые мы могли бы обсудить. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.